Добрый вечер. В республике 18:00 и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова, и вначале коротко о главных событиях дня. Актуальные проблемы Южной Осетии. Президент встретился с представителями Министерства по делам Северного Кавказа. Дорога жизни. 35 лет Транскавказской автомагистрали. Творческая поездка. В Северной Осетии начались гастроли Юго-Осетинского госдрамтеатра. Сегодня президент Анатолий Бибилов встретился с представителями Министерства по делам Северного Кавказа Российской Федерации во главе с заместителем министра Игорем Кошиным. Обсуждали вопросы, связанные с реализацией инвестпрограммы, говорили и о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Репортаж нашего корреспондента Розы Тедеевой. В Южной Осетии реализуются проекты, направленные на развитие республики и повышение уровня жизни населения, отметил глава государства, приветствуя делегацию Министерства по делам Северного Кавказа Российской Федерации во главе с заместителем министра Игорем Кошиным. В рамках инвестиционной программы реализуются десятки социально значимых проектов, развитие инфраструктуры, объектов, значимость которых невозможно переоценить. Президент выразил благодарность руководству Российской Федерации за оказываемую всестороннюю поддержку. Результат абсолютно очевиден. В этом году мы по той программе, которую выполняем, шикарный родильный дом, который отмечают и представители здравоохранения Российской Федерации, которые приезжали сюда, и счетная палата, которая смотрела этот родильный дом, дома по улице Братьев Губаев, и детский сад по улице Суворова, и здание налогового комитета. И все те проекты, которые есть, они успешно завершаются. Как подчеркнул Анатолий Бибилов, все проекты, которые реализуются, направлены исключительно на улучшение благосостояния нашего народа. Помимо вопросов инвестиционной программы, предстоит обсудить и другие социально ориентированные проекты, как отметил президент, в их числе и повышение заработной платы в бюджетной сфере. Приятно отметить, что у нас есть такие социальные проекты, как повышение заработной платы. Это очень хороший проект, это животрепещущий проект в Республике Южная Осетия, на который серьезный акцент и внимание, конечно, уделяют наши бюджетники. И я думаю, что вот эта основа, та, которая заложена в нашей инвестиционной программе 2020-2022, это опять-таки абсолютно социально направлена и нацелена на то, чтобы жизнь в Южной Осетии действительно становилась комфортнее. Повышение заработной платы – направление, которое стоит на особом контроле, отметил заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В базовую помощь заложены вопросы повышения заработной платы в бюджетной сфере. Безусловно, это очень важное направление, и благодаря вашему активному участию в этом вопросе, благодаря вашим встречам с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, эти вопросы сдвигаются с мертвой точки. И бюджет, расходная часть все время увеличивается. Вот это важно. Конец года – это время подводить итоги, подчеркнул Игорь Кошин. Своевременная разработка проектно-сметной документации положительно повлияла на реализацию проектов инвестпрограммы в целом. Благодаря вашим усилиям, благодаря усилиям ваших коллег, этот год, наверное, первый, когда вся проектно-сметная документация текущего года была готова вовремя, была готова в первом квартале, и, безусловно, это скажется на проценте освоенных средств. Эта программа, мы ее завершаем в 2019 году, и очень приятно, что она завершается рядом социальных объектов. В рамках встречи стороны также подчеркнули необходимость начала проектирования инвестпрограммы на 2020-2022 годы, разработать необходимую проектно-сметную документацию, чтобы впоследствии реализовать программу в рамках установленных сроков. Роза Тедеева, Заурустаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.
Прожиточный минимум в Южной Осетии стал меньше. Это связано с тем, что произошло снижение цен на некоторые товары. Об этом заявил министр экономического развития, зампред правительства Геннадий Пикоев. На заседании Кабинета министров утвердили и состав Общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Эльвира Тибилова с подробностями. Кабмин Южной Осетии утвердил величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Она составляет чуть более 10 тысяч рублей, что по сравнению со вторым полугодием меньше на 468 рублей. По словам зампреда правительства, министра экономического развития республики, это обусловлено снижением средних цен на ряд продовольственных товаров. Величина прожиточного минимума в Республике Южная Осетия на душу населения за третий квартал 2019 года составила 10 013 рублей, в том числе по социально-демографическим группам населения. Первое – это трудоспособное население 10 740 рублей, пенсионеры 8 250 рублей, дети 10 885 рублей. На заседании утвердили и состав Общественного координационного совета при поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Кабмин проголосовал и за внесение изменений в закон об образовании и утверждение положения Министерства образования. Предметом регулирования проекта постановления правительства Республики Южная Осетия об утверждении положения о Министерстве образования и науки Республики Южная Осетия является обеспечение реализации полномочий Министерства образования и науки Республики Южная Осетия, определенных в соответствии с законом Республики Южная Осетия об образовании. Реализация данного постановления не требует дополнительных расходов из государственного бюджета республики. Председатель Комитета геологии, экологии и природопользования Республики Балабистауты вынес на рассмотрение Кабмина вопрос реорганизации Ляховского государственного заповедника в госучреждение Юго-Остинский государственный заповедник. Юго-Остинский государственный заповедник образован на базе Ляховского заповедника, площадь которого составляет 6388 гектаров. В 2010 году, согласно постановлению правительства Республики Южная Осетия, территория заповедника была расширена за счет Дванадцкого, Белудского, Ксуйского, Грумского лесничества и Слегорского района Кельтское озеро с прилегающими Латвийскими лесами. Таким образом, территория Гостинского заповедника стала 24 705 гектаров. На заседании были рассмотрены и другие социально значимые вопросы. Эльвира Тибилова, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Дорога жизни – так часто называют Транскавказскую автомагистраль. И не случайно. Именно по ней бежали мирные жители во время войн с Грузией. Именно по ней в нашу республику привозили, да и сейчас привозят практически все, что необходимо для жизнедеятельности Южной Осетии. Транскам – единственная дорога, которая сейчас соединяет нашу республику не только с Россией, но и со всем остальным миром. Репортаж Анжелы Кукоевой. Со дня открытия дороги, связывающей нашу республику с Россией, прошло 35 лет. Транскам имеет экономическое, политическое и военно-стратегическое значение. В обеих частях Осетии стремились и мечтали воплотить в жизнь идею строительства дороги. В 30-е годы прошлого столетия в Москве был утвержден план строительства дороги через Рогский перевал. Были выделены финансовые средства, но только в 1974 году удалось приступить к масштабному строительству. В 1984 году официально дорога была принята в эксплуатацию. Транскавказская автомагистраль стала дорогой жизни для тысяч мирных жителей во время военной агрессии Грузии против Южной Осетии. На Транскаме в 80-е годы проложен тоннель длиной 3730 метров. Сданный в эксплуатацию в конце 80-х годов. Он по праву считался уникальным. Это самый высокогорный тоннель. Идея о прокладке тоннеля между севером и югом Осетии принадлежит инженеру Рутену Гаглоеву. В 2012 году в тоннеле были проведены масштабные работы по реконструкции, которые были завершены в ноябре 2015 года. Даже во время работ, которые велись круглосуточно, движение не останавливали ни на один день. Тоннель получил новейшие системы жизнеобеспечения и мониторинга. Сегодня главная задача, которая поставлена на государственном уровне, сделать дорогу абсолютно безопасной. Анжела Кукоева, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В Северной Осетии начались гастроли Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хитагурова. Во Владикавказе труппа уже показала постановку «Фатима». Актеры Южной Осетии покажут спектакли и в Октябрьском, Ильхотово и Ордоне. Подробности узнаем из репортажа нашего корреспондента.
Гастроли начались с показа спектакля «Фатима» Костахитагурова. Зал Осетинского театра был переполнен. Спектакль посетили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и министр культуры Республики Северная Осетия Алания Эльбрус Кубалов. Художественный руководитель театра Тамерлан Зуцев рассказал, что для ценителей театрального искусства Северной Осетии наш театр подготовил обширную программу. Гастроли продолжатся до 1 декабря. Также Юго-Осетинский театр выступит в домах культуры в Ардоне, Эльхотово и Октябрьском. Конечно, мы привезли не все спектакли, которые имеются сегодня в нашем репертуаре. Но мы уверены, что оставим неизгладимое впечатление на зрителей Северной Осетии. Ну и, конечно, все только начинается. Кроме знакомых и полюбившихся спектаклей в репертуаре театра несколько премьер. На суд зрителей во Владикавказе будут также вынесены 4 комедии: «Он, она, окно, покойник», «Демек Ворзай», «Волки» и «От четверга до четверга». Актеры привезли и детские спектакли. Юные зрители увидят сказки «Медведи-кролики» и «Красная шапочка». Марьяна Чочева, Регина Черткоева, Заря Марсоева. Информационный выпуск сегодня. К концу года власти Цхинвала хотят привести в порядок улицы столицы. Сейчас ведутся работы по ремонту тротуаров, там, где они в первую очередь нуждаются в восстановлении. Специалисты отмечают, автовладельцы безответственно относятся к городской инфраструктуре. Ставя свои авто на тротуары, они значительно сокращают срок их службы. Репортаж Елены Газаевой. Столичные власти приступили к ремонту тротуаров. На данный момент рабочие меняют поврежденную тротуарную плитку на улице Героев. По словам инженера ремонтно-строительного управления администрации города, необходимость устранения просевшей и выпавшей плитки возникла давно. Факторов, ускоряющих поломку тротуарной плитки, много. Брусчатка рассчитана на пешеходов. Если по ней ездят легковые и грузовые автомобили, износ плитки увеличивается. Администрация города призывает водителей не ставить свой автотранспорт на тротуарах. К тому же это затрудняет передвижение пешеходов. Администрация города проводится плановый замен тротуарного покрытия в виде брусчатки, плитки частично. Частично проводится на улице Героева, Исаака Харебова 8 июня и проспект Джоева. И с каждым годом будем менять просевшую плитку в городе. Ремонтируются не только тротуары и бордюры. РСУ проводит частичный ремонт проезжей части столичных улиц. Они были сданы в эксплуатацию несколько лет назад, но уже сейчас требуется частичный ремонт. На участках задействованы преимущественно местные ребята. Благоустройству тротуаров на улицах города приступили неделю назад. По словам рабочих, к концу следующего месяца все работы завершатся. Елена Газаева, Азиз Багаев, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Депутаты Госдумы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем. Последний день года можно сделать выходным, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней, считает глава Комитета Госдумы Российской Федерации по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Депутат отметил, что у регионов есть полномочия принимать подобные решения своих субъектов. Продолжаем выпуск. В республике завершился ежегодный фестиваль национальной хореографии. В нем принимали участие ученики всех школ республики. Мероприятие проходило 2 дня, а сегодня состоялся гала-концерт, где награждали победителей. На торжественной церемонии побывала и наш корреспондент Яна Плиева. Это красивые движения, красивая музыка, грации, яркие костюмы. Танец вызывает чувство наслаждения, приносит радость. Именно так можно охарактеризовать нашу национальную хореографию, величественную и полную грациозности. Фестиваль народного танца носит ежегодный характер и способствует в первую очередь формированию у детей любви к народному творчеству. Более 200 участников показывали свое мастерство на сцене киноконцертного зала «Чермен». В течение 2 конкурсных дней были исполнены танцы на выбор участников. Дети подготовлены, готовились. В общем, у нас же кружки по всем школам. И, конечно, работа ведется, работа идет. И самое главное, это что это духовно-нравственное воспитание. Иронах-дау, осетинские танцы. Значит, по положению у нас было так, значит, осетинский танец на выбор и сюжетный. Должен был 2 номера и сюжетный танец.
Народное хореографическое искусство должно развиваться, к нему нужно приобщать и стимулировать любые его направления. Отрадно отметить, что с каждым годом хореографических кружков, действующих при школах, становится все больше. Соответственно, увеличивается и количество участников фестиваля. В этом году новыми участниками конкурса стали воспитанники грузинской средней школы Лениногорского района. Еще в начале года Министерство образования и науки разослало по школам положения, по которым готовились к фестивалю творческие коллективы. По условиям конкурса вчера состоялся отборочный тур, а сегодня были награждены победители. В каждом танце нашем живет душа осетина. И сегодня ребята так красиво, так выигрышно, так осознанно нам ее представили, что, я думаю, без слов они сказали очень и очень много. Я думаю, вы со мной согласитесь. У нас очень талантливая, красивая и очень умная молодежь. А значит, таким обязано быть наше с вами общее будущее. И если сегодня они звездочки, то я от всей души желаю им стать звездами в своей жизни. По итогам фестиваля призовые места разделились между 5 участниками. Дипломами лауреата 3-й степени были награждены 1-я школа и 12-я. Дипломами 2-й степени наградили Тинагарскую среднюю школу и школу-интернат города Цхинвал. Диплом 1-й степени получила 11-я средняя школа. Кроме того, творческие коллективы были награждены дипломами участников. Яна Плива, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Юго-осетинский певец вновь порадовал своих поклонников. Идарчик прошел в 4-й тур конкурса на телеканале «Грозный». Сейчас он готовится к следующему туру и настроен на победу. Гаглоев признается, ему близок именно стиль микс. Наш корреспондент Агунда Губозова встретилась с участником популярного телешоу. Исполнителя Игорь Гаглоев Идарчик прошел в 4-й тур телевизионного конкурса на телеканале «Грозный». Накануне состоялся очередной 3-й отчетный концерт музыкального проекта «Суперзвезда». Игорь Гаглоев спел дуэтом с Юсупом Берсанукаевым. Они исполнили композицию «Орлы или вороны». Напряжение нарастает, уже скоро финал конкурса. На подготовку к следующему туру остается мало времени, однако Игорь настроен на победу. Он считает, что все эти трудности способствуют раскрытию таланта. Этот тур был более волнительным тем, что мы боролись за выход в 1/4 финала уже. Было для меня сложнее, потому что мы как-то не могли с парнем определиться, какую песню нам выбрать. Нам наставник, конечно, давал песни, но как-то это не звучало, и этим вот отчетный концерт для нас был сложнее. Мы прям впритык определились. С конкурсантами работают известные деятели культуры, народные и заслуженные артисты из северокавказских республик. Гаглоев в ходе телепроекта начал исполнять композиции в самых разнообразных стилях. На вопрос, будет ли он писать и исполнять композиции в классическом стиле, твердо подчеркнул, что он предпочитает исполнять песни в стиле микс, сочетать в одной композиции разные жанры музыки. Я очень люблю разнообразие в песнях. Я даже в своих песнях не только этнический восточный стиль включаю, но там бывают иногда нотки академического вокала, эстрадного, поэтому мне нравится больше микс. Я, конечно, буду писать и буду уже использовать такой вот новый голос, баритональный, драматический баритон, как определили уже. Вот и так, более миксованный такой стиль. В рамках проекта конкурсанты побывали и в Москве. Поездку организовали Департамент культуры мэрии столицы Чечни и ЧГТРК. Вокалисты пообщались с мэтром российской эстрады Александром Градским. Он указал на ошибки певцов и дал наставления. До финала осталось чуть больше месяца. Уже в конце года 4 участника будут биться за звание суперзвезды Северного Кавказа и главный приз – 1 миллион рублей. На этот раз в полуфинал попадут только 2. И самое интересное заключается в том, что наставник уже не будет делать свой выбор, а кто попадет в финал, делают выбор зрителей путем СМС-голосования. Я, конечно, очень нервничаю, пока не знаю,
попаду ли я в полуфинал, но если попаду, мне, конечно, будет нужна поддержка моих дорогих людей, зрителей в СМС-голосовании. Четвертый отчетный концерт суперзвезды состоится 1 декабря. Из 16 участников останется только 8. Агунда Губозова, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, что происходит в мире спорта. В Цхинвале проходит республиканский турнир по футболу на Кубок президента Южной Осетии. В соревнованиях принимают участие 16 команд, которые поделены на 4 подгруппы. Сейчас проходят групповые игры, по результатам которых будут определены команды, которые пройдут в плей-офф. Стартовали мы 25 числа. Сейчас проходит групповой этап. Команды показывают достаточно неплохой уровень игры. В каких-то моментах можно даже сказать, что высокий уровень. Есть несколько уже явно выделенных таких лидеров. Помощь в организации нам, как всегда, оказывают Министерство внутренних дел Республики по охране правопорядка и, естественно, Министерство здравоохранения Республики по оказанию скорой медицинской помощи, если она необходима. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность. В Наурском районе днем плюс 9, ночью плюс 3. В Заузском районе днем 9 градусов тепла, ночью 2. В городе Квайса днем плюс 7, ночью плюс 1. В Ленигорском районе днем 11 градусов тепла, ночью 2. В столице республики в Цхинвале днем плюс 10, ночью плюс 2. Это все новости к этому часу. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Я, Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.